هذا خلاصة. Перед тем, как судить оппонентов, отошедших от единого решения мусульман, называющими себя салафитами, ваххабитами, неджиянами или сторонниками Сунны Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, название одной идеи, я хочу вкратце изложить суть данного вопроса. И начал с того, где и как единогласно объединились мусульмане в этом вопросе. Сторонники идеи ваххабизма печатаются в журнале «Тавхид». У них есть партии Ассала, Нура в Египте. У них есть спутниковые каналы, такие как Анас, Рахмат и другие. Я хочу, чтобы все знали, о чем говорят эти люди. Мы не хотим действовать скрытно, мы хотим говорить открыто. Они ведь сами раскрыли свои лица. Значит, мы тоже познакомим вас с ними, поскольку мы их знали до того, как они открыли свои лица вам. Они являются обладателями рога. Рога шайтана. Так называют их в разных странах. То есть некоторые ученые в своих книгах называли их обладателями рога. Потому что в Недже появится рог шайтана, и поэтому называли их обладателями рога. А другие ученые назвали их ваххабитами, так как первый, кто начал эту идеологию, был по имени Мухаммад ибн Абдуль-Вахаб. Их назвали салафитами. Они сами тоже называли себя салафитами и неджиянами, так как появились они в Недже и так далее. Говорю, чтобы многочисленные названия не запутали вас. Все эти названия, по сути, означают одну идею. Как это приведено в достоверном хадисе Бухари, однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, просил у Аллаха благодать для Шейма и Йемена. Ему сказали: попроси для нашего Неджа, о посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И он ответил: да благословит его Аллах и приветствует. Оттуда выйдет рог шайтана. Истину сказал посланник, да благословит его Аллах и приветствует. И распространилась эта идеология со стороны Неджа. Это является течением шайтана, так как назвал его сам пророк, да благословит его Аллах и приветствует, которое приводит к разделению, к спорам, и создали они плохое мнение о мусульманах, и привели они к тому, что сегодня порочат самое дорогое, что есть у мусульман – религию. Ваххабиты убеждены, что праведные мусульмане посещают могилы пророков и праведных мусульман, являются многобожниками, и считают их поклоняющимся могилам, как это напечатано в их книгах и брошюрах, но это клевета. Поистине, кто обвиняет в многобожии мусульман, когда праведный мусульманин далек от этого, то убежденный в этом сам является таковым и заслуживает сам этого. Обвиняющий истинного мусульманина в неверии сам является многобожником. Это подобно убеждению не мусульманина относительно мусульманина.